Добро пожаловать к нам в вечерку, господин Даррен. Мы уже почти год здесь творим, занимаемся, обучаемся. Я уже жил в Таджикистане почти 2 года. Сначала я приехал сюда 10 лет назад, почти 11 лет назад, в 2010 году. В то время я тоже работал в посольстве США в другом качестве и в другом отделе. 2 года было мое назначение, а потом я вернулся. Сейчас я работаю в качестве пресс-секретаря посольства. И я тоже отвечаю за наши социальные сети, социальные странички посольства. В прошлом году ваш посол говорил в интервью в газете «Азия Плюс», что деятельность стратегии по Центральной Азии включает инициативы в сферах торговли, здравоохранения, а также в поддержании верховенства закона и уважения прав человека. Вот какие вы можете назвать примеры в Таджикистане этой деятельности? Хороший вопрос. На самом деле, как много знает, одним из наших основных целей в прошлом году заключалось в том, чтобы помочь Таджикистану преодолеть пандемию коронавируса. Поэтому мы оказывали 9 миллионов долларов помощи. Это включает, например, маски или оборудование, обучение для медицинских работников и также кислород. У нас много других проектов, конечно. Я могу упомянуть, может быть, 1 или 2 примера. У нас есть многие проекты, которые помогают фермерам и бизнесменам выходить на международные рынки и повысить свой, например, производительность или прибыль. И они в нескольких районах Хатлонской области они уже повысили производство молока на 300%, из 600 литров в день до 2000 литров в день. В 2010 году мы помогали Таджикистану делать прививки детям по всему страну против полиомиелит. Уже 192 доз вакцин было отправлено в Таджикистан. Это 192 тысяч доз вакцин в марте. У нас есть, например, другие проекты в сфере образования, программы обмена и вообще мы даже оказываем много помощи в сфере безопасности. Даррен, мой такой вопрос. Какую помощь оказало правительство Соединенных Штатов Таджикистану за все годы независимости республики? И что это было за помощь? Правительство США оказывало много помощи Таджикистану за последние почти 30 лет. Это включает, например, больше чем 300 миллионов долларов по сектору безопасности и примерно 230 миллионов долларов по сфере здравоохранения и также 143 миллиона долларов в сфере экономического развития, а также сельскохозяйства развития. Мы предлагаем 25 разных программ обмена в Таджикистане, и мы также даем книги, например, детские книги на таджикском или на русском языке всем школьникам в Таджикистане.
много помощи в сфере, например, верховенства закона. Со времени независимости Таджикистана правительство США оказывало почти 2 миллиарда долларов помощи Таджикистану. И мы работаем очень тесно с правительством Таджикистана. Мы спрашиваем их приоритеты, и мы стараемся отвечать за эти приоритеты. У нас есть тоже много средств, которые мы отправляем через международные организации, в том числе ООН и Всемирный банк и другие такие организации. Они фокусируют свою помощь на инфраструктуре. К вам 2 вопроса. Расскажите, какие места в Таджикистане вы побывали, где вам больше всего понравилось? И второе, на что в развитии туризма следует обратить внимание Таджикистану? Я был на Памире, на самом деле 4 раза. Я был на Фанских горах и в Заравшанском леднике, и конечно, по всей Ахабанской области или Сагдийской области. И я даже был 1 раз в горах вокруг Джергатала, и я думаю, что это было, по-моему, самое красивое место. По-моему, есть достаточно много элегантных гостиниц в Таджикистане, особенно в Душанбе, а даже в Хороге, в Тулове. Но я думаю, что для большинства туристов, которые хотят посетить Таджикистан, эти элегантные гостиницы не очень интересны. Они хотят останавливаться с местными людьми или ходить в поход с палаткой. И я думаю, что по этому сектору они могут развивать сеть этих обычных людей, которые дают свой дом туристам. Если будет, например, надежный перелет между Душанбе и Хорогом, или на вертолете, или на самолете, это, по-моему, поможет развитию туризма в Таджикистане очень сильно. У меня тоже 2 вопроса, но они более такие лайтовые. Хотела бы спросить ваше любимое таджикское блюдо. Это первый вопрос. А второй вопрос – это как вы любите проводить свое свободное время именно в Душанбе? На самом деле, может быть, это уже ожиданно, но мое самое любимое таджикское блюдо – это коротоб. Это действительно уникальное блюдо. И я 10 лет назад, когда я был здесь первый раз, я не имел шанса попробовать это блюдо много раз, но здесь несколько раз уже местные люди предлагали мне попробовать, и было очень вкусное, по-моему. Даже наша няня готовит коротоб очень хорошо, и иногда, когда мы голодные, мы спрашиваем, если бы возможно готовить для нас. И также на ваш второй вопрос, мы во время пандемии мы во многом остались дома. Конечно, у нас есть двор и сад, и дети могут играть там, но также мы очень часто посетили парки в Душанбе или в Америке тоже, но в Душанбе нам нравятся парки очень сильно, особенно парк Айни и парк Рудаки и парк Победы. И также мы иногда мы хотим купаться в гостиницах Хаят или Хилтон,
И нам тоже нравится это новое, относительно новое место Flex and Chill с батутами. Дети очень любят играть там. И мы, конечно, иногда ходим в поход в горы. С детьми немножко труднее, но они тоже могут ходить нормально. И иногда вообще мы любим устраивать вечеринки, маленькие вечеринки с детьми, с друзьями, с коллегами, иногда с детьми. И мы обычно остаемся дома и устраивать такие мероприятия. Но здесь очень много хороших ресторанов и ресторабаров. И зимой особенно мы попробовали много из них. И мне нравятся эти рестораны здесь, очень хорошие. Даррен, ну у меня немножко такой вопрос, не про рестораны, но я вам хочу сказать, что вы уже даже больше таджик, чем мы, потому что вы были в таких местах, в которых мы даже не были. Вы большой молодец, честно говоря, я слежу за вашим фейсбуком и смотрю за вашими путешествиями. У меня такой вопрос, вот прошла пандемия, и до этого уезжали люди по грин-картам, а во время пандемии тоже люди как бы участвовали в лотерее грин-карты. И мне, например, очень интересно, сколько людей за последние 5 лет получили грин-карту, примерно вот сколько. И второй такой вопрос. Недавно в одной из групп местных я читаю посты девушки, которая уехала в Америку, не имея американского образования, но она настолько, как бы, у нее такая хорошая цель, она поступает в колледжи и так далее, и рассказывает о том, что она там работает где-то. Я знаю, что, например, без американского образования тяжело, потому что у меня живут там и друзья, и родственники. Вот расскажите, без американского образования вообще реально куда-то устроиться, будучи в Америке? Потому что нас будут смотреть молодежь, может быть, им эта информация будет очень полезна. Спасибо. Я могу более-менее ответить. Я не работаю в консульском отделе, но я сделал маленькое исследование, и я могу сказать, что в среднем каждый год из Таджикистана 60 тысяч людей, 60 тысяч человек подают заявки на лотерею грин-карта. За последние 2 года у нас нет хороших данных, потому что была пандемия, и статистика немножко изменилась. Но в 2018 году 47 тысяч человек из Таджикистана подали заявки на лотерею. И из этой группы 3800 человек отобраны, и они могли бы получить визу, грин-карт. Но это не очень надежный способ. Это 2,5%. Но на второй ваш вопрос я могу сказать, что чтобы добиться успеха в Америке, у человека не надо иметь очень официальное американское образование. Конечно, есть, может быть, 2 сферы, где нужно иметь американский сертификат, например, на медицине или на право. Для всех других почти секторов, если у человека есть навыки, образование из Таджикистана, например, и он может говорить по-английски бегло, это очень хороший фактор. Он может найти работу в Америке. Я советую всем практиковать английский язык. И у нас есть хорошее место, где он может сделать так, в американском центре в Душанбе, или в Кулобе, в Хороге, в Гарме, в Панджикенте, в Исфаре и также в Бохтаре. У нас есть эти 8
американских центров по всему Таджикистану. У меня вопрос такой. Планирует ли американское посольство какие-либо образовательные программы, студенческий обмен или программы поддержки гражданского общества и культуры в 2021-2022 год? Да, у нас есть много таких программ. До пандемии в среднем мы отправили 120 человек в Америку по нашим обменным программам обмена. И мы намерены вернуться к этому уровню после пандемии. У нас уже в плане в этом году отправить музыканта из Таджикистана в Америку, чтобы участвовать в группе международных художников, артистов, музыкантов, чтобы совместно создать музыку. Это первый раз в Таджикистане, что мы могли отправить музыканта в Америку. А также, конечно, у нас есть много программ для журналистов и блогеров. Мы регулярно отправляем журналистов в Америку на репортажные туры и ознакомительные туры. В этом году, конечно, эти программы, пандемия повлияла на эти программы, но мы надеемся, что с сентября или с октября мы можем заново начать эти программы. А также у нас есть такие виртуальные программы, конечно, но в американских центрах у нас есть очень разные программы. Люди могут улучшить свои навыки фотографии, в инженерии и также роботике. И мы оказываем эти 25 программ обмена, и там есть, по-моему, что-то для всех. Если вы обратитесь к нашему веб-сайту в посольство США в Душанбе, там есть вся информация, и вы можете найти свою программу, которой вы можете подать заявку. Спасибо. Ну и у меня, господин Дарин, к вам вопрос. Какие особенности национальной культуры нашей страны привлекают ваше внимание? И каково было ваше первое впечатление от региона и культуры региона? В моем личном опыте у меня очень многие истории гостеприимности таджиков. И когда я путешествовал по стране 10 лет назад и также сейчас, очень часто случилось, что я, например, приезжал к деревню, и я спрашивал у кого-то, есть ли здесь место, где мы можем переночевать, например. И они смотрели на нас и сразу отвечали: конечно, пойдем со мной, я покажу дорогу, и вы можете останавливаться с нами. И они тоже предлагали нам блюда, конечно, ужин. Утром у нас был завтрак, и также они хотели стать нашим гидом, и они не хотели ничего взамен. И это было немножко удивительно, потому что в большинстве стран мира это не происходит обычно. Это очень редко, это очень, по-моему, хорошая и уникальная тонкость таджиков. У меня было такое хорошее впечатление в то время, что я решил вернуться в Таджикистан и служить здесь, работать здесь снова на 2 года. А потом я тоже продлил мое назначение, чтобы остаться здесь еще 2 года. Для меня, может быть, один из самых главных эффектов пандемии
был ограниченными на мое путешествие. Я не мог делать таким образом, я не мог переночевать в этих регионах Таджикистана. Я очень сильно хочу начать снова возобновлять эту привычку. Я на самом деле в этой неделе хочу поехать в долину Ягноба. У меня есть план уже с друзьями, и я хочу увидеть эту очень хорошую, очень красивую долину снова. Спасибо, удачных путешествий вам, чтобы вам там было хорошо, чтобы вы увидели исторические места. Очень замечательный выбор, спасибо за это. Спасибо. Ну и я свой вопрос еще один задам. Вот как вы думаете, альтернативный контент, насколько он сейчас важен в таком большом потоке информации, очень много чего в интернете можно найти, тем не менее люди производят свой контент, им это интересно. И вот такие проекты, как наш, например, обучение видеографии, созданию контента, нужно ли их развивать еще? Несомненно, да. Мы продолжаем поддерживать журналистов и блогеров, и мы считаем, что этот сектор в настоящее время может быть самый главный, потому что информация очень важная для населения. Если у них нет надежной информации, у них нет права на информацию, они могут принимать хорошие решения, они не могут жить нормально, потому что, конечно, для школьников, для студентов у них есть источники, надежные источники информации, но для взрослых они также должны всегда найти новую информацию о настоящих событиях. И это очень важная роль, которую играет журналистов, чтобы поделиться информацией с населением. Конечно, как все знают, сейчас многие люди получают информацию из соцсетях. Они, например, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Ютубе они получают новости. И мы стараемся помогать молодым журналистам и блогерам улучшить свои навыки в этой сфере, чтобы они могли создать хороший контент, интересный контент и привлечь аудиторию. И иногда это требует много времени, иногда не. Например, человек не знает никогда, какой контент будет очень популярным или успешным. У меня есть свой канал, и один из моих видеороликов уже набрал 75 просмотров. И я, может быть, провел 10-15 минут на этот видеоролик. Это было очень простое видео. Но иногда, если у вас есть интересный контент, вы можете попробовать разместить этот в интернете, и со временем вы можете найти свою аудиторию. Но он должен пытаться улучшить свои навыки, и мы только способствуем этому процессу. Мы даем обучение и оборудование, иногда студия, и они решают то, что они хотят сказать. Это наш роль, и мы очень рады, что есть таких многих перспективных блогеров и журналистов в Таджикистане, которые даже без нашей помощи постоянно создают очень интересный контент
в Ютубе, в Инстаграме и так далее. Мы стараемся помогать этому процессу. И я могу сказать точнее, что в этом году у нас в плане дать еще 4 гранта организаций в Таджикистане, которые работают в этой сфере. Эта работа не оканчивается. Мы продолжаем нашу помощь, и мы очень рады, что есть такой интерес здесь и такая профессиональность уже. Вот вы только что сказали, ваши проекты, да, только у вас есть в будущем такой план, чтобы вот работать с организациями, да. Насколько я посмотрю, ваше объявление, там вы больше всего даете шанс алумникам и организациям, да. И всем известно то, что во время пандемии люди потеряли работу, особенно журналистов, да, фрилансеров, могу сказать. Например, я сама потеряла заказчиков. И хотела спросить то, что у вас есть какой-нибудь грант, либо проекты, чтобы вот была только для журналистов-фрилансеров? Если нет, может, вы принимаете это как приложение, и в будущем будете это... Да, хорошо. Я могу сказать, что каждый год у нас есть объявление, чтобы получить предложения из выпускников наших программ. И они маленькие гранты более-менее. Но фрилансеры и такие блогеры, журналисты могут они могут подать заявки. Я не знаю точно, сколько грантов в этом году, но я уже видел, может быть, 3-4 таких гранта из наших выпускников, которые работают в сфере журналистики. Они обычно, может быть, $3000 или $4000. И они иногда обучают других блогеров, или они расширяют свою сеть или свою аудиторию через, может быть, хорошим контентом или что-то другое. Но это может быть главная возможность для журналистов, которые независимые. В этом году мы хотели создать, на самом деле, базу данных, базу контента, лучше сказать, чтобы каждый независимый журналист может иметь доступ к, например, видеоролики или фотографии и даже музыку, чтобы они могут использовать эти вещи в своих видеороликах и в своем контенте. Это только один шаг, это один пример, чтобы помогать независимым журналистам. Я призываю всех стать создателем контента, потому что мир хочет слушать на ваше мнение, они хотят смотреть на ваши видеоролики, и они хотят узнать, как люди живут и как они думают в Таджикистане. Это очень интересное место для мира, и количество контента о Таджикистане, на самом деле, он не очень высокое. И поэтому, если у вас есть шанс и время, я приглашаю вам попробовать, по крайней мере, создать что-то и разместить в интернете, и, может быть, со временем у вас будет свою аудиторию. И также, по-моему, нужно отметить, что в этом году мы отмечаем 3-летие отношений между Америкой и Таджикистаном. И у нас будет очень много мероприятий, конкурсов и другие программы. Мы тоже планируем выбрать новаторов, блогеров, журналистов для очень особую программу путешествовать в Америку с людьми из Центральной Азии, 30 людей выберем
выберем, и они могут посетить Америку и, может быть, делать репортажи и так далее. Я советую вам обратиться к нашему сайту, веб-сайту посольства США в Душанбе и найти всю информацию и информацию о других программах наших. Если у вас есть Twitter, Instagram или Facebook или YouTube, найдете меня, я найду вас. И мы можем, как сказать, follow друг друга. Я хочу снова встретиться с вами в будущем. Я надеюсь, что у вас будет очень большой успех в вашей карьере. И я также хочу смотреть ваши видеоролики и ваши репортажи.